Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. И сегодня долго искала в интернете информацию о женском здоровье, но все больше поисковик мне выдавал женская красота. То есть девочки, девушки, леди, женщины все больше смотрят на то, правильная ли форма губ, глаз, носик, волосы, все что угодно. А вот заботятся ли так часто о своем женском здоровье? Потому что, насколько я знаю, гинекологи рекомендуют обращаться к врачу для обследования 2 раза в год, но хотя бы 1 раз в год. Вот сегодня такой разговор между нами девочками о женском здоровье получится. С удовольствием представляю нашу гостью Наталья Юрьевна Капицкая, акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики клиники семейной медицины. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что сегодня все-таки в топе? Женская красота или женское здоровье? Есть такой тренд какой-то на то, что женщины всегда о чужом здоровье заботятся больше, да? О детях, о муже, о всем, о ком угодно, о себе в последнюю очередь. Или тенденция вот эта меняется? Ну, я думаю, женщины, которые хотят хорошо выглядеть, они и занимаются своим здоровьем. Женщины, которые больше занимаются детьми, работой, мужем, чем угодно, но не своим здоровьем, они, в принципе, мне кажется, не заинтересованы в увеличении губ, волос, цвета лица и так далее. То есть это взаимосвязанные вещи. То есть здоровье и красота. Здоровье и красота. Самая частая фраза у врачей-гинекологов, что ежегодные визиты к гинекологу должны стать вообще правилом хорошего тона для современной женщины. А лучше обращаться раз в полгода. Вот становится ли это правилом хорошего тона у современных женщин? Насколько вы наблюдаете вот это более внимательное отношение к себе и бережное? Вы знаете, мне кажется, на сегодняшний день все женщины разделились, так скажем, на 2 большие группы. Это те, которые понимают, осознают сейчас, да, что женское здоровье непосредственно связано со здоровьем в целом. И для того, чтобы жить качественно, для того, чтобы иметь хорошее самочувствие, хороший внешний вид, не иметь проблем со здоровьем в целом. Есть такая группа. Есть такая группа, да. И есть группа женщин, которые еще как-то вот все на себя не хватает времени, они больше работают, перегружают себя, да, то есть это и физические, психические какие-то моменты, и семья, и в общем, такой вот образ жизни у них не для себя, скажем. И вот и они прям такие разные 2 группы, я встречаю на своих приемах и тех, и других женщин. Вот. Но вот эта группа, которая занимается своим здоровьем, она, конечно, растет. То есть женщина, такая тенденция есть положительная, женщины все чаще задумываются о своем здоровье. Ну, часто говорят, что к врачу нужно идти тогда, когда ничего не болит. Да? Вот к женскому здоровью это распространяется? Конечно, потому что женское здоровье – это вообще такая очень тонко настроенная биологическая система, от которой зависит вот все в целом в организме, да. И вот эту систему надо проверять ежегодно. То есть если у нас женщина не жалуется, ее ничего не беспокоит, и в этом случае она должна обращаться на осмотры 1 раз в год, если у нее нет никаких известных гинекологических заболеваний. Если у нашей барышни имеются какие-то уже заболевания, то есть известные ей, уже когда-то поставили ей, то этой категории пациенток нужно уже посещать врача чаще. Да? То есть это может быть и раз в квартал, и раз в полгода, то есть по показаниям. Ну, давайте, в принципе, так разделим. У нас девочки, да. Девушки, женщины, дамы, да? Вот, на 4 категории их поделим. Давайте. Все мы барышни, конечно. В принципе, в каком возрасте, как часто нужно посещать врача, чтобы, ну, в принципе, контролировать, держать на контроле собственное здоровье? Угу. Ну, смотрите, если мы рассматриваем сейчас девушек подросткового периода, которые еще не начали половую жизнь, мама обязательно должна привести такую девочку на прием для того, чтобы мы сделали ей ультразвуковое исследование, оценили ее физическое развитие, да, и, возможно, где-то начали уже профилактировать, например, вирус папилломы человека, да, и сделали прививку от ВПЧ для того, чтобы в последующем она не имела проблем с заболеваниями шейки матки. То есть это, по сути, 9-13 лет. Тем более мама должна привести девочку на осмотр, если у нее не наступили менструации, а ей уже 15-16 лет. В этом случае тоже надо разбираться, в чем же проблема.
С началом половой жизни, конечно же, молодая девушка должна уже посещать гинеколога регулярно, потому что тут есть и риски развития инфекционных заболеваний, воспалительных заболеваний органов малого таза, да, ну, нарушения менструального цикла и так далее. То есть уже вот этот вот спектр заболеваний, возможных проблем, он расширяется. Женщины раннего и среднего репродуктивного возраста, скажем, 25-35 лет, да, это женщины, которые чаще всего имеют проблемы. Да. И здесь уже, конечно, надо посещать не менее раза в год. А если имеются какие-то проблемы или жалобы, то чаще. А тем, кому уже за 45? Тем, кому за 45... Ну, тоже надо. Тоже надо. Конечно, надо. То есть все женщины любого возраста раз в год должны посещать гинеколога. Что должны проверить? Зачем мы должны следить? Ну, в первую очередь мы предлагаем сделать ультразвуковое исследование органов малого таза, потому что без УЗИ на сегодняшний день я не понимаю, как смотрят врачи-гинекологи, да, потому что это все-таки увидел и оценил. Обязательно нужны мазки на степень частоты, на инфекции, на соскоб шейки матки, на онкологический профиль. Это обязательно раз в год всем. Раз в 5 лет женщинам репродуктивного возраста сдается мазочек методом ПЦР на вирус папилломы человека, да, для того, чтобы профилактировать онкологические заболевания шейки матки. Я всем всегда рекомендую проверять еще общий анализ крови, ферритин, биохимический анализ крови, потому что далеко не все ходят со своими проблемами к терапевту, и не всегда женщина обследуется в течение года, в принципе, да, поэтому если уж пришли к гинекологу, то общий анализ крови, биохимия, ферритин – это вещи, которые нужно сдать обязательно. Ну и УЗИ молочных желез, и женщинам старше 40 лет – это маммография 1 раз в 2 года. Обязательно. Обязательно. Еще из таких, можно как-то, наверное, какая-то статистика, с чем чаще всего сегодня обращаются женщины? Ну, вообще групп заболеваний достаточно много. Все так же много воспалительных заболеваний органов малого таза, да, то есть это и самые банальные кальпиты, с которыми сталкивается практически любая женщина в любом возрасте, да, это и воспалительные заболевания матки, придатков. Вот. Большая группа очень гиперпластических процессов, то есть это гиперплазия эндометрия, которые ведут к аномальным маточным кровотечениям, это полипы матки. Это миомы тела матки, да, то есть вот эти заболевания, они встречаются достаточно часто. Очень помолодело такое коварное заболевание, как эндометриоз. Вот, то есть эндометриоидные очаги встречаются и в теле матки, и за ее пределами, и достаточно часто, и у молодых девушек, да, то есть когда они приходят на прием, там, скажем, в 20, 21, 25 лет, мы уже можем видеть эти очаги, и они могут быть достаточно больших размеров. А с чем это вы связываете, вот это омоложение таких заболеваний? Ну, честно говоря, причин точно неизвестно, да, развития эндометриоза. Существует 7 теорий развития, вот, и на сегодняшний день ни одна из них как бы не имеет прям такой четкой доказательной базы, да, такой. Вот. Но причин много. Самое главное — вовремя обратиться и полечиться, потому что это можно лечить, этот процесс можно сдерживать, да, до, как говорится, реализации репродуктивной функции женщины, да, а потом уже эти заболевания, как правило, идут на спад. Большая группа заболеваний шейки матки, то есть это различные предраковые состояния, дисплазии, это рак шейки матки, да, это различные фоновые заболевания. Ну, бесплодие, конечно, да, это мое непосредственное направление в работе. Бесплодия очень много, то есть с каждым годом процент бесплодных пар увеличивается. Вот. Ну, причина бесплодия – это как раз вот все вышеперечисленные заболевания, это причина женского бесплодия. То есть не вылеченные, своевременно не обнаруженные? Да, и то, и другое, своевременно не обнаруженные, своевременно не вылеченные заболевания. Да. А сказывается на этом, вот мы говорим всегда, раннее половое созревание, ранняя половая жизнь. А влияет ли это, вот как раз тоже вы говорите, когда об омоложении заболевания? Да. Да. Но все, что касается эндометриоза, то тут связи нет. А вот воспалительные заболевания органов малого таза и тот же самый ВПЧ, дисплазии и эрозии, да, как в народе принято называть там эктопия шейки матки, да, связано. То есть это ранняя половая жизнь, это большое количество половых партнеров,
Все это ведет к тому, что мы получаем вирус папилломы человека высокоонкогенного действия, который при снижении иммунитета может очень Коварно себя повести, коварно себя повести, изменять тип клетки. Вот, и уже в последующем может развиться дисплазия первой степени, второй, третьей, а потом уже рак шейки матки. Ну, вот в этой ситуации мы говорим о ранней половой жизни. Вот в этой ситуации для мам, для девушек, да? А когда лучше всего? Я не знаю. Понятно, что когда любимый, я не знаю, есть сопутствующие признаки, а в принципе для женского здоровья оптимальный возраст начала половой жизни. Оптимальный возраст, это все-таки, вы правильно сказали, это когда встретил мужчину, с которым как бы не на один раз, да, а с Ну, в которым 14 лет, я так думаю. какие-то отношения. 14 лет это, конечно, рано, потому что, может быть, месячные и пришли, но центральная нервная система еще не созрела, психика не окрепла, да, вот, там такая и безбашенность, и отсутствие. То есть девчонки не думают, да, о последствиях, как правило, им все море по колено. Вот. И я думаю, в этом случае надо просто родителям, и в частности маме, объяснять, да, что такие вещи не запрещены, естественно, запретить их невозможно, раннюю половую жизнь в том числе невозможно запретить. Однако все должны знать, какие могут быть последствия. То есть, да, ты как бы встретила мужчину, пожалуйста, но есть понятие предохранения, да, вот, и... Правила защищенного да, секса да, конечно, и так далее, да. А вот по поводу рака шейки матки, о котором вы сегодня говорили, в принципе, одно из первых мест в стране, да и в мире, по-моему, занимает, да, среди онкологических заболеваний, Да. у женщин, по крайней мере. Вот помимо регулярных осмотров, какие могут быть, ну, не знаю, меры профилактики бывают от онкологии? Ну, к мерам профилактики относится как раз-таки вакцинация девочек 9-13 лет, которые еще не начали жить половой жизнью. А далее это регулярно. Это от вируса папилломы человека, Это от да? вируса папилломы человека, да. А далее это ежегодные осмотры, и, в общем-то, мы сдаем анализы на ВПЧ. Если у нас выявляется вирус папилломы человека, то, значит, этот вирус в активной форме должен быть пролечен. А если выявляется уже дисплазия шейки матки, да, второй, третьей степени, то здесь уже идет хирургическое лечение, то есть это конизация шейки матки, тоже с последующим противовирусным лечением. И далее наблюдение раз в 6 месяцев. Вот. То есть это профилактика рака шейки матки, лечение вовремя пролечить дисплазию. То есть, в принципе, это все поддается лечению Конечно. при своевременном обращении. Да. В России идет год семьи. Понятно, что особое внимание репродуктивному здоровью женщин. Вы уже сейчас произнесли информацию о том, что количество бесплодных пар стало больше. Бесплодных кого? Женщин или мужчин? Ой, вообще обожаю этот вопрос, потому что у нас такое мнение бытует, да, что это женское бесплодие, как правило. Мне жена родить не может, да, это до сих пор прям встречается, слышу я на приемах регулярно. На самом деле 50 на 50. То есть женских факторов бесплодия ровно столько же, сколько и мужских. Мужчины, к сожалению, тоже болеют. И у них тоже нарушается сперматогенез, вот, и качество клеток мужских, да, становится все хуже. Вот. И здесь, конечно, тоже может быть и фактор внешней среды, да, это образ жизни, это сидячий, как правило, образ жизни, это большие нагрузки на работе, это психологические перегрузки, физические, это прием алкоголя, сигареты, да, нерегулярное питание, питание нерациональное, то есть мало белка, мало жира в утреннее время. Вот, то есть это больше углеводов, жировая такая углеводная диета на ночь, да, как обычно бывает, малоподвижный образ жизни. То есть это все-таки достаточно серьезно опасно для репродуктивного здоровья. Ой, да, это очень опасно. Вот. Насколько сегодня бесплодие, в принципе, подвержено лечению? Вообще, в принципе, как понять, что ты бесплоден, да? Кроме того, что там вы год или два пытаетесь, но ничего не получается. Вообще, можно ли изначально контролировать свое женское здоровье с тем, чтобы выявить свое репродуктивное состояние? Вообще какие-то, может быть, анализы, может, регулярные посещения врача. То, что нужно для этого, чтобы, в принципе, созреть для И не просто забеременеть, да, возможно, подготовиться к этому. Ну, вообще, прегравидарная подготовка, она существует, да, то есть это прям существуют целые клинические рекомендации, да, для того, чтобы подготовить женщину к долгожданной беременности. Для того, чтобы подготовиться, в первую очередь, надо понимать, что
надо убрать все очаги хронической инфекции в организме, то есть залечить все зубы, кариес, пролечить хронический танзелит, гайморит, все лор-органы. Как правило, там бывает очень много очагов инфекции. Также очаги инфекции хронической бывают в мочевом пузыре, в почках, да, то есть обязательно эта сфера проверяется. И желательно и супруге, и супругу. Всем все пролечить. Ну, по сути, лишним не будет и супругу тоже, да, у супруга есть тоже целый список анализов, которые, исследований, которые он должен пройти, но их поменьше, конечно, чем у женщины. Вот. И когда уже вылечить дефициты, да, обязательно обратить внимание на уровень белка, на уровень железа, потому что женщина – это то существо, которое ежемесячно, как мы знаем, теряет кровь, да, и не всегда ей удается восполнить этот дефицит железа. Вот. Поэтому перед беременностью обязательно нужно нам проверить все дефициты. И уже после того, как мы всю репродуктивную сферу полечили, проверили дефициты, вылечили очаги хронической инфекции, то женщина может уже спокойно идти в планирование беременности. Если в течение 1 года регулярной половой жизни беременность так и не наступает, то это повод обратиться к врачу-репродуктологу, потому что, скорее всего, существуют уже какие-то проблемы либо у женщины, либо у мужчины, либо и у того, и у другого, что чаще всего бывает. А что дальше? А что дальше? То есть если выявляются причины, как правило, они выявляются всего 10% бесплодных пар, которые имеют идиотическое бесплодие. Стопроцентное, да, так называемое, да? Нет, не стопроцентное, а бесплодие, которое неясного генеза. То есть мы не знаем, почему разводим руками, мы не знаем, почему вроде как бы у него все хорошо, и у нее все хорошо, и все пролечили, все, что можно было, да, и вроде как пара здорова, беременность не получается. 90% оставшихся – это все-таки существующие причины, вот, которые можно и нужно корректировать. То есть на сегодняшний день медицина как бы имеет очень много возможностей для того, чтобы получить долгожданного ребенка. К врачу должна приходить только женщина или все-таки обязана прийти пара? И как часто вы сталкиваетесь с тем, что приходит только женщина? Вы знаете, в последнее время приходят парами, это очень радует, вот, потому что первое время приходили только женщины, как бы, да, вот, скажем, лет 20 назад, да, приходила женщина, которая полностью обследовалась, и когда мы ей говорили, ну, супруг тоже должен сдать хотя бы спермограмму, должны хотя бы посмотреть, стоит ли вот как бы вас так активно обследовать, или это программа ЭКО, и больше нет других вариантов. Они очень жалели своих мужчин, говорили, я не знаю, он не согласится, не придет. То вот на сегодняшний день нет таких проблем, ну, как бы их все не меньше. жалеют мужчин и меньше, сегодня. и меньше, да, их не жалеют, их как бы приглашают, они приходят в центр, сдают, приходят на первичные приемы, все слушают, даже задают вопросы, потому что раньше отрешенно сидели, смотрели в потолок, сейчас нет как-то. Ну, то есть это не является чем-то постыдным и так Нет, далее, нет, это нет. является нормальной физиологией, Да. какой-то ненормальной, наверное, особенностью, но которая подлежит лечению в этой ситуации. Да, то есть сейчас и мужчины, и женщины очень спокойно относятся, знают уже, да, кто такие репродуктологи, знают, чем они занимаются, и приходят парами. Что происходит вот уже в момент, много ли пар доходит до ЭКО? Какой вот процент в вашей статистике? Много пар доходит до ЭКО, потому что к нам на прием, к сожалению, большому приходят женщины, которые уже прошли огонь и воду, медные трубы, да, которые пытались лечиться консервативно в женских консультациях, у гинекологов в частных клиниках, вот, и у которых уже нет другого выбора, кроме как пойти в программу ЭКО. Хотя на самом деле репродуктологи лечат бесплодие консервативно. То есть это не обязательно программа ЭКО, потому что очень многие боятся идти к репродуктологу, именно потому что думают, что сразу их все возьмут в оборот, проведут программу. Не все к этому готовы. Бесплодие сегодня это молодые пары, пары среднего возраста. Какая возрастная история? Угу. На самом деле наш средний пациент это все-таки 38 лет, женщина. 38 лет. Да, которая идет за первым ребенком. Вот, и которая, в общем-то, еще только-только поняла, что ей нужен ребенок. Она еще не всегда готова на программу ЭКО, то есть приходит сначала просто попробовать самостоятельно, да, хотя мы уже во многом начинаем говорить о том, что у вас времени, в общем-то, не осталось, запас яйцеклеток, он заканчивается, к сожалению, у женщин, да, потому что девочка рождается с определенным запасом яйцеклеток на всю ее жизнь. Вот, и вот средний возраст такой вот 38 лет.
Очень много пар, которым за 42, за 43, которые идут за первым ребенком. То есть Молодых если бы мало. они вовремя что-то заморозили, я так понимаю, да? Очень хорошая реклама от Павла Дурова, да, поступила, то есть, который сказал, что является биологическим отцом фактически 100 детей. И, я так понимаю, ажиотаж сегодня в клиниках вообще наблюдается, нет? У вас не замораживается? Но у нас чаще начали замораживать женщин Так, очень яйцеклетки. хорошая реклама, да, все-таки иногда? Я думаю, что последние 2 года, вот так скажем, женщины начинают задумываться, и если у них нет еще мужа, да, и как бы нет полового партнера, они замораживают яйцеклетки, которыми потом, в общем-то, могут воспользоваться. Чаще стали замораживать яйцеклетки, но, опять-таки, я считаю, что это надо делать более активно. То есть, То все есть, в равно принципе, не все понимают, что женщине в 40 лет планировать первого ребенка – это все-таки поздновато. Хорошо, что-то появилось из современных таких трендов введения беременности? То есть вот если все получилось, это все как лет 20 назад, или сегодня мы шагнули в медицине гораздо там дальше, и вообще все под контролем абсолютно, это и скрининги и так далее, и так далее. Ну, помимо скринингов, которые сейчас очень точны и высокоинформативны, которые проводятся в женских консультациях, да, есть еще, например, такая неинвазивная методика пренатального скрининга. Она не совсем новая, но о ней знают далеко не все. Это не оказывается услуга в рамках обязательного медицинского страхования, однако ее могут женщины сделать за счет личных средств. Да? Когда женщина в 10 недель беременности, начиная с 10 недель беременности, может сдать свою кровь для выявления фетальной ДНК ребенка. И вот эта вот фетальная ДНК ребенка, то есть, которая попадает в кровь мамы, уже можно исследовать на хромосомные аномалии. То есть это такая ранняя методика выявления аномалий. То есть уже на 10-й неделе, соответственно, можно будет понимать, что потом с этой беременностью делать, да? Да, потому что это высокоточные методики, вот, то есть точность там 98-99%. Хорошо. А есть вот народное поверье, что роды омолаживают женщину, и с каждым новым ребенком очередным женщина просто как через молоко прошла, да, то есть в сказках. Так это или не так? Вы знаете, может быть, это работает на женщинах все-таки молодых, да, которым... То есть молодая омолаживается? Молодая омолаживается, да. Все-таки после 35 лет сама беременность является стрессом для организма, да, и если женщина не компенсирована по дефицитам, если она не пролечена по хроническим заболеваниям, ей, во-первых, и забеременеть тяжело, и выходить беременность, да, тяжело, и потом еще кормить ребенка, и она, в общем-то, в очень истощенном состоянии бывает. Во сколько лет лучше тогда становиться мамой? То есть такой оптимальный период, который... Ну, вот, до 30 лет. До 30 30 лет, конечно. Ну, сегодня у нас средний возраст 28 лет появления первого ребенка в семье. Это уже такая тревожная тенденция, я правильно понимаю? Ну, да. Такая тревожная тенденция. Хочется, чтобы все-таки рожали молодые, да, чтобы и в 25 лет, и в 24 года. Ну, даже по себе могу сказать, да, что первые роды, когда они идут в молодом возрасте, все проходит без осложнений, проходит, как правило, все легко. Как праздник. Да, как праздник. То есть и омоложение идет, да, но женщинам старшего репродуктивного возраста все сложнее. Все гораздо сложнее. Вы, знаю, что вы потомственный гинеколог. Немножечко не так. Так, то есть вы в семью гинекологов попали? Я попала в семью гинекологов, да, то есть моя фамилия, это фамилия мужа моего, да, вот на самом деле в моей семье я первый врач, то есть у нас врачей в семье. То есть вы открываете династию? Да, 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 вот, но акушером-гинекологом я стала, наверное, да, благодаря моей свекрови, которая меня убедила в том, что акушерство и гинекология – это прекрасная профессия, которая покорила меня тем, что можно здесь и интеллектуально развиваться, да, то есть здесь приходится действительно много думать и работать руками в том числе. То есть, в общем, когда у свекрови с невесткой в обычной, вот в разных профессиях, да, они не всегда ладят. А когда свекровь и невестка оба гинекологи? Все хорошо. Бывает все хорошо. Как выбрать своего гинеколога? То есть сегодня большой все равно вариант – это коммерческие клиники, государственные клиники. Где-то есть выбор, где-то нет выбор. Ну, психолога выбираем и так далее. Но настало то время, когда ты и гинеколога можешь выбрать, если это твоя принципиальная позиция. Каким образом? По каким параметрам? Ну, знаете, в первую очередь я считаю, что любой специалист и гинеколог в том числе должен быть доступным.
То есть я не говорю о том, что он должен быть 24/7 доступен по телефону, но если вдруг что-то заболело и нужно попасть на прием, то есть это должно быть в течение хотя бы дня, 2-3 дней. А на сегодняшний день очень много специалистов, которым записаться практически невозможно, да, то есть известные наши доктора. Как вот сарафанное радио такое, да, срабатывает. Да, когда по 3 недели не можешь попасть на прием, а потом попадаешь, и уже, в общем-то, актуальность проблемы пропадает. Вот, поэтому в первую очередь доктор должен быть доступный. Вот. Ну, во вторую очередь, лично мое мнение, я считаю, что доктор должен постоянно развиваться. То есть это и конференции, это и постоянные Повышать свою квалификацию. повышение квалификации, да, тематические усовершенствования. А доктор-гинеколог не может быть только узконаправленным гинекологом, он все равно должен быть как минимум и врачом ультразвуковой диагностики. Там, То есть несколько специализаций. несколько специализаций смежных иметь он должен. Меньше 30 секунд до конца. Не было такого вопроса, но все-таки акушер-гинеколог мужчина и женщина, врач. Кто круче? Я думаю, женщина, потому что женщина очень хорошо понимает женщину другую. Вот. То есть я, например, всегда на своем приеме знаю, что Мне все расскажут? мне все расскажут, да, я расскажу так, чтобы женщина поняла, и сделаю максимально безболезненно и аккуратно. Наталья, большое спасибо. Надеюсь, советы будут полезны сегодня тем, кто собирается, в том числе за первым и вторым ребенком. Всего доброго, до свидания.